Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Хвала Христу, мои дорогие радиослухачи. Снова середа, и сустракаемся с вами на хвалях Радіо Марія. Каб далее разважать над аспектом плода Духа Святого, там плод Духа Святого 9 аспектов, другие аспекты мы разважаем с вами радость. Будем разважать от радости, и далее будем сегодня, уже закончим, я думаю, что радости в книгах пророцких, такая подрихтовка, такой, генеральной катехезы. Потому что, сапраўды, Библия, когда человек читает Библию, то она проникнута радостью не только там какие слово, то само слово радость или разрадость, веселье, але место, где сапраўды Пан Бог промовляет, где можно открыть такие границу радости. Перед тем, как распочнем нашу конференцию, нашу катехезу, помолимся до Духа Святого, каб сапраўды слово, якое Пан Бог дае нам, яно засередилося в наших сердцах, каб оно принесло свой плен. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Отец Небесный, прошу Тебя во имя Твоего Сына Иисуса Христа, Духа Святого, каб Он наполнил наше сердце. Мое сердце, мои устные, Пане, докранися до моих устного и очисти их, як Ты докранувся до устного пророка Ісаї. До моего сердца, Пане, каб я сапраўды промовляв в Твої емоції для серця радіослухачів, які слухають зараз эту катехезу, каб тое, что чим ми розважаємо, принесло свой плен, Пане, свой плод. Сапраўды тот плод, яким мы розважаємо, каб сакрамент бежмавання, який ми прийняли Духа Святого, який прийняли так само, дійничав в нас. Дух Святый дейничал в нас, как Ты дейничал и в пророках, и в королях, и в святарах. Как Ты дейничал в апостоле, перед усім, как Ты дейничал в Иисусе Христе, якого Ты намастил, якого Отец намастил подчас Христовой Иордані. А Тебе, Найсвятейшая Панна Мария, патронка Ти справа Радіо Марія, то, яка так само була повна Духа Святого, яка зачала Сина Духа Святого, просим о заступництво і о молитві за кожного із нас, за тих, хто працює на Радіо Марія, хто тут допомагає, і за тих, які слухають це радіо, злучаючися у молитві. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты помеж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Криху згадаю, то, о чому ми розмовляли з вами. Перша, скажем, частка, то ми розмовляли з вами о радості в Адвенті, это радость чекання. То, что она вот третья неделя Адвенту, она называется «Гаудете», «Радуйся», да, и там и тексты такие из ось подає нам Костел, особливо текст 4.4 послання святого апостола Павла до Филиппянов: «Радуйся, радуйтесь завсюди, радуйтесь, да Пан близко», или пароксофония, яким сегодня будем размовлять, мы так само в этом годе читали, что «Радуйся, дочка Сиону». Это радость избавления, да, радость, то, что приходит Пан Бог, и Анёл звестує Найсвятейшей Панне Марии, так само радость и Божье народження. Анёлы обещают пастухам, які вартовали каля свого статку, що народився збавця. Ось така велика радость зустрічі мудрецов з дитятком Єзус. Сьогодні будемо так само этот текст розважати над тим текстом з старого заповіту, який читається там. Наступне, там в книгах історичних ми з вами розмовляли, о книгах історичних ось аспекте радости, да, то, что
Пан Бог. И Он, коли створил человека, Он возрадовался, и сапраўды человек радовался, коли он был с Паном Богом, коли он был при этой крынице радости, мог черпать с этой крыницы радости. В книге Заходу, в книгах, інших книгах мы так само розважали з вами то, що Пан Бог випроводив з неволі, вивів з неволі. А перед тим ще радость Авраама, народження Ісаака, виход з неволі, з єгипетської, і те, що Пан Бог змагається, і те, що Пан Бог завсюди клопотиться о чоловіку, так само в книгах Суддів, і першої, другої книги Самуеля, інших книгах, да, історичних, книги Неемії, особливо 8-10, да. На минулом тижні, на минулу неділю ми це чули, цей текст, что радость Бога будет вашей эмоцией. Да? Радость Бога заявляется нашей эмоцией, радость в Богу заявляется нашей, так само, надеей, нашей эмоцией. И Пан Бог після, завсюди, так, в старих книгах, в этих книгах, в традиції єврейської називається пророки старейші, Ілля і Єлисей. Інші пророки там так само. Є моменти такі, коли Пан Бог промовляє про тих пророків. Я вже казав вам, що пророки з'являються вуснами Пана Бога, яких Він не вибирає, яких намашає. В молитві я сьогодні згадав пророка Ісаю, в 6 розділі пророк Ісая бачить таку візію, бачить Пана Бога і аньолів, и Пан Бог пытается кого мне послать. Пани, пошли мне, я человек с нечистыми вуснами, и анел бери в уголь с кадильницы, да, с алтара, и такими шипцами, и докранается до устного пророка, очищает ему. И пророки имели такую роль, не имели роль предсказания, там, будучи не, да, не писали, а будучи не тогда казали, а в большости. И это заклик, да, навертание с переменных сердцев. И начали мы разважать с вами о таком великих пророках, из наивеличайших, якого называют пятым евангелистом, это пророк Исаия. Передусім, это радость мессианская в 9 разделе, в 11 разделе, да, это радость мессианская, в 49 разделе мы размовляли с вами, то, что Пан Бог не забывается, что Он завсёды есть человеком, что Он выровно на ладонях, это радость, да на долонях тебе. Это радость такая присутности Пана Бога. Сегодня далее поразважаем еще над текстами, некоторыми текстами пророка Исаии и інших пророков. И первый текст, який бы я хотел, за кого я хотел бы розпочати, я вже розмовляв з вами, казав, це текст, який читається під час об'явлення, свята урочистості об'явлення Пана, 60 розділу, тут в 2 місцях в этом тексте есть об радости. Чему такая радость тут есть и, скажем, прослеживается? Ну, потом поразмовляем. Исайя, 60 раздел. «Восстань и светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня возошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, и над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари его, и к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих несут на руках. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, драмадеры из Мадиама и Ефы, и все из Савы придут, принесут золото и ладан. Возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе. Овны неваивские послужат тебе.
взойдут на алтарь мой жертвую благодатную, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака и как голуби голубятням своим. Так меня ждут и острова впереди, и корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и сними серебро и золото, и их во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что Он прославил тебя. І я пошли, потому что наступная частка этого так само этого раздела, 10 верш. «И тогда сыновья иноземцам будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем я буду милостив к тебе». Пророк пишет, то, что мы переживаем, скажем, то, что мы переживаем подчас об'явлення пана, ці трьох королів, ми просто народі називають, ну, невідомо, ці там, скільки їх було, трьох, ці там і більше їх було, тільки ми бачимо, що іменів так само не подає Біблія, це тільки традиція. Ось. Тільки бачимо, що не принесли дари. Дари кадила, міра і ладан, да? І золото, перепрошую. Ось. І тут этот текст каже, текст написаний був, коли, скажімо, Ізраїль був в плену, да, плен. Перед усім перше, то, що Ізраїль, Бог виведет из плена Израиль, да, то «Восстань, светись, Иерусалиму, пришел свет твой, слава Господа воссияла над тобой». Пан Бог возрождает Иерусалим. Мы в книге Неемии читали это, то, что чули в неделю, и мы читали там этот фрагмент, когда собирался народ на молитву и вытолмачил. Ездра читал слово книги закона и вытолмачил их, и потом сказал, что идите, радуйтесь там в свои домы, ешьте, и потом радость Пана есть нашей эмоцией. І справді, слава Пана зайшла знову над Єрусалимом, народ вернувся, подавав святиню. Ось, і знову те пророцтво, то, що і висіяє над тобою Господь, і слава Його явиться над тобою. Пан Бог висіяв над своїм, да, Він захотів над своїм народом в Ісусі Христі, в своєму Сині. Так само Пан Єсус з'являється славою Божою, да? Він з'являється моцею Божою, як Святой Павел пише. І менавіта і придуть к народу і свет, і к свету своєму, і царі восхищає йому над тобою сіянню. Менавіта тут така, скажімо, природство, то, що здійснилося під час богоявлення, коли ті мудреці прийшли, в традициях называют королями. В Гугле написано «мудрецы ці волхвы», да, это пришли, але так само, поглядите, сколько царей, царев и королев поклонялось Пану Иисусу после того, как уже Пан Иисус пришел на свет. Але дитятка эти пришли и дети пришли к дитяти, к этому поклониться эти мудрецы. Але так само Пан Бог каже, что соберутся народы, да, что Он заберет народ, не только народы соберутся, але Он народ, вернее, вот из Израиля, из плена, восстановит царство Израиля. Потом уже снова было же распрошение этого народа, але поглядите, после войны повстала держава Израиля. Ось зараз народ ізраїльський має свою державу, це так само в пророцтві було і не збирається. Пан Бог ніколи не забувається в своєму народі і завжди застається, може, це помилково, то, що люди часто думають, да, костел, ось, якби він замінив народ вибраний, да, ми стали народом Божим, новим народом Божим, але Бог ніколи не забыл свой народ.
Бог ніколи не забываецца, і Бог ніколі сваё слово не змяняе, таму што, скажем, ён сталы, да, Бог сталы, і его сталасць, она заўсёды з'яўляецца гарантіяй того, што нас чакае, да, то есть реализация того плана, який пан Бог мае і меў, калі ствараў чалавека. І тое, што не толькі народ Ізраіля вернуцца, але дзякуючы таму, што, скажем, дзякуючы таму, што нарадзіцца Божий Сын, і ён злучыць, ён паяднае ўсе народы. Паглядзіце, то, што было вось падчас, калі Иисус Христос пришел, да, и после того Он послал обвещать Евангелие и сапраўды ты сыновья иноземцев будешь стронуть, написано в 10 верше, стены твои, цари их служить тебе. Да, после того, после Иисус Христос пришел на землю, и цари служили, да. Ось, і далей, знову, той же пророк Исаия далей пишет в 11 верше: «И будут всегда отверстия врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были к тебе цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребляться. Слава Ливана придет к тебе, и кипарис и перка, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего. Я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израиля. И вместо того, чтобы ты был оставлен и ненавидим, так что никто не приходит через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью все роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнает, что Господь, Спаситель твой, Искупитель твой, сильный Иакова». Тут знову пророк Ісая тільки закликає до навертання, але так само предвещає то, що і цари поклоняться, і то, що и Ливан приди, и кипарис, и перк вместе, кедр украсят его святыню. И 14 верш: «Придут к тебе с покорностью сыновья, угнетающих тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святым Израиля». И поглядите, ну, сапраўды тыя угнеталі, якія угнеталі да Израиля, и это были и греки, и Александр Македонский, да, там было навертание, поглядите, там, скажем, святой Павел проповедовал в Греции те самые, так само. И нават першыя егіпцяне, і там і зараз, і в Африке так само невеличка, але ёсць касцёлы. Рим той самый, який угнетал Израиль, який там зруйнавал этот город, стал сядзібай папы римского, и так само, дякуючи римским императорам, христианство стало узаконено, то, что перестало быть переследованием. Все, кто переследовал, они пришли, да. И поглядите, сколько сотни тысяч приезжает в Иерусалим. И назовут тебя городом Господа, святым Сионом святого Израиля. Да? Там, это правда, это город не только миру, але город Господа, правда. Там сапраўды, калі ходишь по Иерусалиму, то отчувается присутность Божия, присутность того, что Бог, Пан Иисус ходил там по этой земле, и то, что рука Пана есть на нем. Вот. И радость, снова тут такая радость избавления. И 15-й верш, яким пишется об этой сопроводе. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим так, что никто не приходил через тебя,
Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Да? Радость, Иерусалим будет радостью в роды родов. И сколько народов приезжает туда, дякуючи попросту тому, что там здійснилось то, что Пан Иисус пришел. Он сам сказал, что никакий пророк не может быть загинуть не в Иерусалиме. Пришел, помер, отдал свое життя и воскрес. И справді он з'являється величием, да, он великим. Иерусалим является этим местом, где объявилась моц Божия, где объявилась хвала Божия в Иисусе Христе. И 18 верш. «Не слышно будет более насилия на земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будут называть стены твои спасением и ворота твои славой». Тут уже, скажем, пророк пишет не только о земном Иерусалиме, но и небесном, прежде всем небесном Иерусалиме. В небе не будет смерти, да, в небе не будет ненависти, в небе не будет заздрости, в небе не будет ничего, насилия не будет, да, в небе только будет радость. И в Откровении Святого Иоанна, в Открытии Святого Иоанна мы бачим небесный Иерусалим, где написано, что и светла лампы там нет, и там был сам Пан Бог является светлом, да, и ни моря не было, ничего. И аккурат в 19 верше: «Не будет же солнца, что служит тебе светом дневным, и сияние луны светить небо, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоей». Солнца нема, но в небесном Иерусалиме нема солнца, нема, я уже сказал, вот в Открытии Святого Иоанна написано, Пан Бог светом является. А где есть свет, там возникает страх. Где возникает страх, там появляется радость. И Бог соправды хочет, чтобы мы радовались, да, Бог предвещает эту радость. Перед усім, не знаю, частка этого раздела читается в Богоявлении, на объявлении Пана. Радость народов, которые пришли и поклонились Иисусу Христу. Этому дитяти принесли ему ладан, кадила золото из Мирну, да, кадила золото к царю царей тут, на земле, царю небесному мира, так, смертному человеку, а кадила як Богу найвищейшему, да, и Иисус Христос менавіта является таким, да, таковым. Поглядите на его життя, или как он, и на слово его, Бог жадає, как справді у нас это пребывает радость того, что Бог близкий, радость того, что и он николи не забывает человека, радость от того, что есть это избавление, не только избавление, але радость от того, что мы можем изменяться, что Бог может, об этом еще так само поразмовляем к криху, то, что Бог может нас менять, Он в наше життя может попросту соправды зміняться, да. И Бог жадає, каб мы жили с Ним, каб мы соправды не только жили, але соправды в этой радости пребывали, в духу пребывали. 61 раздел пророка Исаии. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленных, освобождение узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне, благоприятное день мщения Бога, наше утешить всех сетующих. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Бога. Цей текст ми чули на опошній минулу неділю з вуснов Єсуса Христа. Дух Пана Бога на мені, да, Бог, Он був на Єсусі, але
кожен з нас, кожен безмований, хрещений може сказати, що Дух Пана Бога на мені. І Пан Він намастив нас, кожного з нас намастив. Ми намащені християни. Христос, саме слово Христос, намащений, помазаний, Месія, Мішаях. І ми християни, ми учні Христа, ми намащені Духом Святим. Під час Святого Хресту, під час безмовання ми отримали повну Духа Святого і менавіта отримали ці дари. Да? І мы не можем затрымліваць сябе радасць. Як Ісус Христос, калі прыйшоў в Назарет, калі был ахрышчаны, потом был выпрабаваны, спакушаны праз д'ябла, ён прыйшоў в Назарет, і менавіта он прачытаў гэтыя радкі пророка Ісаі. Бог, Господь помазал меня благовествовать нищим. Да, Он нас помазал так само, как мы делились этой радостью. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем праз наше слово, праз нашу молитву, праз наше дзеянне. Так само люди могут сустрэць Пана Бога. Яны не трэба быць богословом ці заканчивать семинарию. Я же вельми часто об этом кажу, как сказать человеку, что Бог тебя любит, что Бог близко есть, что и Он має для тебе пригожий план. Не треба бути богословом, тільки треба тут одного. Зустріти Ісуса Христа, ми об этом так само розмовляли. Зустріти Його і познати Його, що Він живий, що Він справді той, який прийшов в цей світ, щоб цей світ збавити, щоб чоловіку дати надію і вернуть справді ту радость, яку чоловік згубив, коли чоловік стратив після того, як він согрешив. І Бог исцеляет, да, но через наше слово, про свое слово, про присутность, Он исцеляет сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение узникам, открыть темницы. Человеку Бог открывает человеку в очі про звичайних людей, про звичайних християн, які покликані до того, щоб справді казати Богу, правду о Пане Боге. Коли чоловік приймає це, то приймає ту правду, то, що Бог чоловіка любить, Бог тебе любить, і правда о том, що ти грешник, то Бог витягує його з этого багна, з этого, скажем, з этого плена, да, з этого полону, і вязнем, да, он открывает, все человек грешный, он сидит в этой вязнице. И менавіта проповедь лета Господня благоприятная, день мщения Бога нашего утешить всех сетующих. Да? Людям мы можем и повинны казать, и это так само и заверяется великой радостью, что человек может свідчити о Пане Боге, что он может свідчити тим, що менавіта цей час настав, прийшов той час, коли навертання, да? І Пан Бог, то, що не полохать чоловіка, але этот час закончится. Так написано, тут час на земле закончится, да, и Пан Бог кожного судит подле его веры, по его учинков. И можем принести людям утешение, утешение в Боге. І справді, ось тим, чим знову пророк Ісая возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла достанется укрепление, вместо елея, плача елея радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа, елей радости, да, намощение духом, и намощение этот знак, я уже мы размовляли с вами, намощение хризмом. Это есть такой знак, такой физично-намацальный, или Бог дає, он намощає нас этим елеем радости, да, алеем радости, як ми справді не было у нас этого унылого духа. И он, наша вопратка, мы преоблекаемся в вопратку, опранаемся в вопратку новую подчас хросту, але в сакраменті біжмавання ми підтверджуємо це, да? Ми вже свідомо, якби тільки свідомо приймаємо те, що Бог нам відкриває. І недавно розмовляв, був
на урачыстасцях такіх, пошли з вас ведае, што 27 студзеня быў сусветны дзень памяці ахвяр Халакосту. І в нашай краіне вельмі шмат загінула. Таксама тут і было гета, і Тростянец, і Благовчына, дзе расстрэльвалі габрэяў, якіх прывазілі з Европы, і нашы тут, жыхары тут Беларусі, але не толькі, сколькі было загінула людзей увогуле падчас этой сусветнай вайны. Ну і акурат запросили, такое, належит такой по благословению нашего митрополита Тадеуша Контрусевича, належит такой зараз межрелігійної групи. І ми розмовляли, як там в этой групі є і інші християни, или так само габреї. І ми розмовляли з баптистським біскупом, ось Олександром. И он аккурат сказал об измывании, что католики уже таким взрослым возрасте, таким подышлым возрасте принимают, сведомо принимают, да, это сакрамент, и умацняет, это умацовывает. И это правда, то, что я принимаю этот сакрамент, и он изменяет меня, там, да, и он дает моц и силу. И ось мы. И далее тут в 6 верше: «И вы будете называть себя священниками Господа, служителями Бога нашего будете именовать, служители Бога именовать вас будут. Будете пользоваться достояниями народов и славою их». Мы все маем подчас сакраменту Христу, мы все отримуємо угодність святарську, да? Ось, і ми сапраўды паводле Христу заявляемся святарами Бога. И это обязывает нас, да, служить Пану Богу. Не со страху, как я уже размовлял, а с любовью, казали мы, с любовью до Пана Бога. Это не великая ли радость. Это правда, Пан Бог сапраўды, и он дает эту радость, и он дает великую радость. И 10 верш. «Радостью будут радоваться от Господи. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одежду и правду одел меня, как на жениха возложил венец, и как на невесту украсил убранством. Ибо как земля произведет растения свои, так и сад произвращает посеянные в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами. Радоваться буду радостью о Господе». То, что это вопратка збавлення, да, это вот не надаремно. Знову ж подчас святого Хросту есть уделение белой вопратки. Та вопратка, он нас в шаты збавлення открыл нам, дал нам шаты збавлення и за даром, да. «Радоваться буду, радоваться радостью Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одежду и правду одел меня». Шаты в опратку збавлення, в одежду збавлення, и сапраўды напранул нас, скажем, шаты в эту опратку правды, да. И на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Это чит костёл, але не только этот текст так само читается, коли мы узгадываем на Святейшую Панну Марию, он выбрал ее как невесту, как убранницу, и в 45-м псалме так само стоит невеста перед королем, и он выбрал на Святейшую Панну Марию, он одел ее новую вопратку, поглядите, и коли смотрите образы ёсць, дзе Найсвятейшая Панна укаранавана да з короною з 12 зорак, і вопратка у нее такая, вельмі прыгожая, да, і адзежа вельмі прыгожая, і так само образ касцёла. Найсвятейшая Панна Марія народила Єсуса Христа, і так само як касцёл нараджае своїх. Ось вона з'являється маті костюлу.
Сапраўды это великая радость, то, что Бог сам проявил инициативу и в том плане, что дал нам магчымасць сапраўды этого нового жыцця. Нового жыцця, это он апрануў нас в новую вопратку. Новую вопратку збавлення, да, и уже в том, что мы называемся детьми Божьими. Часто, я не ведаю, як іншыя святары, я вельмі часто выкарыстоўваю падчас святой імшы заклік да молитвы «Отче наш». Там есть магчымасць в звычайным перыядзе 3 закліка, і там кожны перыяд мае свой заклік. Адзін з них атрымалі мы Духа Святого, які нас учинил детьми Божьими, тому осмеливаемся казаць, да, «Отче наш». Менавіта это эта радость, это памятаете, как Отец дал своему блудному сыну, дал новую вопратку, да, найлепшую одежду. И менавіта Бог нас апрануў в найлепшую вопратку, в найлепшую вопратку збавлення. Это не причина для нашей радости, да. Мы обранниками стали, мы стали обранниками Пана Бога. Менавіта это все написано в Старым заповеті, то, что оно реализовалось в новом заповеті. 62 раздел пророка Исаии, 5 верш. «Как юноша сочетается с девой, так сочетается с тобой и сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. На стенах твоих Иерусалиме поставлю сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не соделает Иерусалим славою на земле. Господь поклялся десницей своей, крепостью мышцы своей, не дам зерна тебе более и пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился». Радость знов заповіту, да. Ось, як юноша сочетается с девой, так сочетаются с тобой сыновья твои и женихи, радуются невесте, так будет радоваться тебе Бог. Тут заповет Бога с человеком. Перший заповет Пан Бог зробил, да учинил, коли человека сотворил, потом и был Ной, потом был Авраам, и был Исаак и Яков, и потом был Моисей, и опошний, скажем, заповедь был заключен в Иисусе Христе. И менавіта тут Бог, он выходит с инициативой завсёды до Пана Бога, до человека. Недаремно, поглядите, коли мы читаем Библию и в книгах, особливо пророцких, Пан Бог называет Израиль свою невестою, да, и невестою так само з'являється і костюл. Наш костюл является невестою, мы облучены с Паном Богом. И мы повинны радоваться, так радуется жениха невесте. Так будет радоваться о тебе Бог твой. Мы повинны радоваться. Бог радуется за то, что избавление каждого человека, то, что человек принимает избавление, то, что человек навертается, то, что человек выходит из темры, да, и идет светла. То, что человек принимает этот подарунок, який Пан Бог дал в Иисусе Христе. И Пан Бог завсёды давал подарунки, он завсёды выходил с инициативой, менавіта ось промовляючи про знаки, про суды и про это выйти из Египту, потом, коли оволодали землей, там и так далее, да, и менавіта, и про суды, які здійсняв Пан Бог уже, коли Израиль был, уже жил на земле. Мы с вами в молитве, как-то в одной из конференций, какая дотычила молитве прославления, разважали об этом, что коли пришли вороги в Израиль, да, пришли к Иерусалиму, то левиты
они нават не просили Пана Бога, толькі было такое, што славілі, да, воспевали, і весь народ славіл Бога, і на раніцай паглядзелі, і там была перемога, да, ну, нібыта нічого не рабілі, да, славілі, прославляли Пана Бога, і Пан Бог оказывает эти чуды, да, заўсёды, весь час. И наивеличий чуд то, что Бог стал человеком, да, то, что Он сам пришел в этот свет, то, что и Он заключил с нами заповедь Иисусе Христе. И Бог радуется от человека, який навертается, який переживает эту радость. Радость Божию, сапраўдную Божию радость. И она сапраўды за даром. Где-то в Фейсбуку прочитал такую, я уже, может, оповедал, я не памятаю, треба записывать то, что я сказал, или повторение мать учения, кажут. Размовляет отец за своим сыном, каже: сынок, за пекло треба платить. А это такое, як тут треба платить? Ну, погляди, коли ты уживаешь алкоголь, да, за алкоголь треба платить. Да. Коли человек уживает наркотики, за наркотики треба платить. Коли идешь на дискотеку, там, в клуб какой-то, треба платить, да, за гульни, там, в казино и так далее, треба платить. А за збавление, за даром, да. Так само это псевдорадость, якую там люди шукают в алкоголе, в наркотиках, в інших речах, там, да, за нее треба платить. А за сапраўдная радость, она даром. И Бог дает эту сапраўдную радость даром. И он, когда человек принимает эту радость, ось принимает простое, что он познает и переживет, и верит в то, что Бог любит, и в это переживет любовь Божию, то он будет радоваться, и Бог радуется за человека, то, что человек принял это, да, то, что принял человек. Ну, поглядите на вот, коли добрый человек, коли ты купляешь подарунок кому-то там от своего сердца, от своей души, коли приходишь, и человек принимает этот подарунок с радостью, то у тебя и радость, да, что ось сподобался этот подарунок, что человек тешится, может, такое речо приемное, может, якое не мог купить, и, может быть, ему это хотел где-то, может, эту речь, да, он показывает эту радость, оправданную радость такую. Так и Бог, человек не мог сам, скажем, добыть избавление, Бог ему дает это избавление, а делал шатое избавление, и тому Пан Бог радуется в этом, то, что сапраўды человек, принимает это избавление. Ось. И это причина для нашей, это причина для нашей радости. Наступный 64 раздел, 5 верш. «Ты милостиво встречал радующихся и делающих правду, поминающие тебя на путях твоих, но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены». Пан Бог радовался, для тех, он радуется, зная то, что сказал, радуется, какие чинят правду, да, и гнев его там, скажем, такие, что это, когда мы грешим сапраўды, человек выбирает, и как же мы будем спасены? Избавление от Пана Бога. Все мы сделали как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как листы, беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающих имя Твое, которое положило бы крепко держаться за Тебя, потому что Ты сокрыл от нас лицо Твое и ставил нас погибать беззаконий наших. Пан Бог не покидает человека. Но ныне говорит: Господи, Ты Отец наш, Ты глина, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело рук Твоих. Только треба человеку поддаться попросту, да, вызнать свой грех и покаяться. И менавіта у покаянии мы будем размывать еще об этом. Покаяние, менавіта такая великая радость от покаяния. И опушний фрагмент с книги пророка Исаии, это 65 раздел. Здесь несколько вершев есть, что пророк Исаия. И вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот я
творю Иерусалим я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. Знов з того, що Пан Бог творить, що Он чинит. И будет Сион пастбищем для овец и долина Асор, местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. И радость от того, что попросту, да, радость от того, что человек в Боге будет радоваться, и вы будете веселиться, радоваться во веки о том, что я творю. Пан Бог сам сказал, что я чиню новое небо и новую землю. Это в Старом Заповете, если в Новом Заповете у Святого Петра, в другом послании Святого Петра. Это соправды такая великая радость, то, что Бог хочет, как мы обновлялись. И в опошнем разделе, в 66 раздел, 10 верш, «Возвеселитесь Иерусалимом и радуйтесь в нем, все любящие его, возрадуйтесь с ними радостью все святующие в нем, чтобы вам питаться и насытиться от сосов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь, и вот я направляю к нему мир, как реку, богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения его. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Знову это Иерусалим небесный, да, то просто поворот, да, скажем, вертание до из плена из Вавилонского, але это небесный Иерусалим, и Бог хочет, как мы, соправду Он будет радоваться, это як маті радується о синах, так і Бог радується. Тільки треба повірити, що справді Пан Бог має великий, скажімо, радостный план для кожного из нас. И именно пророки этот план обрисовывали. На этом сегодня закончим. Я думал, что опошняя будет конференция с пророков, но наступным разом еще, мыслю, за одну еще порозважаємо над іншими пророками, над пророком Єремією, пророком Даніїлом, Ізахелем. Є так само шмат текстів інших пророків о радості. Вас всех запрошаю. 1 лютого, это первая пятница месяца в нашей парафии Богородицы Опекунки Семьи. Есть покудное такое набоженство з магчимостью споведи, и так само з молитвою о внутреннем оздоровлении. Так само в этот день мы молимся про заступницу Наисвятейшей Панны Марии, Богородицы Опекунки Семьи, за тех, кто хочет создать, закласти семью христианскую, да, збудовать, и за тех, кто обдаря материнство и отцовство. Повторяю наш адрес: Агрогородок Ждановича, вулиця Леніна, 1. Початок набоженства покутного 18 годин, и потом будет святая мша за тех обдаря материнства и отцовства, так само за тех, кто хочет заснувати христианскую семью. Хвала Христу! Катехеза з князом Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія.